Хиндба Иракли Ревазович, кандидат политических наук, доцент Абхазского государственного университета, заместитель министра иностранных дел Республики Абхазия. Родился в 1983 году в городе Сухум. В 2000 году окончил с золотой медалью Сухумскую среднюю школу номер 10 и поступил на факультет гуманитарных и социальных наук, отделение политологии Российского университета дружбы народов города Москва. В 2006 году получил диплом с отличием магистра политологии, был принят в очную аспирантуру по кафедре политических наук РУДН. В 2009 году защитил кандидатскую диссертацию по теме консолидация демократии, сущность, факторы, модели. С 2006 по 2008 год преподаватель, затем старший преподаватель кафедры политологии и социологии Российского государственного торгово-экономического университета. С 2008 года Хиндба Иракли преподаватель, затем доцент кафедры политологии и социологии Абхазского государственного университета. С 2009 года младший научный сотрудник, затем научный сотрудник Абхазского института гуманитарных исследований имени Дмитрия Гуля. С 2009 по 2011 год исследователь и координатор проектов в Центре гуманитарных программ. С ноября 2011 года помощник министра иностранных дел Республики Абхазия. В январе 2012 года Хиндба Иракли Ревазович назначен заместителем министра иностранных дел Республики Абхазия. Автор более 30 научных работ, опубликованных в абхазских, российских и западных изданиях. В качестве эксперта выступал в аналитических центрах Европы и США. Владеет английским и испанским языками. У Вебера есть очень интересная работа, которая называется «Политика как призвание и профессия». Я понимаю, что он учитывал в основном европейский контекст. Если говорить о нашем контексте, об этой работе Вебера, насколько положения, которые имеются в его работе, они не чужды для нашей политической действительности? Я бы сказал, что работа Макса Вебера «Политика как признание и профессия» — это та энциклопедия, где можно получить ответы на многие вопросы. Там он, кстати, говорит многое о восточных, азиатских формах организации власти. И вот та теория политической деятельности, которая там изложена, о том, что политика — это деятельность, которая захватывает тебя полностью. Если ты занимаешься политикой, ты должен полностью посвятить себя этой работе. И если ты занимаешься политической наукой, должен также уделять этому большое количество сил и времени, потому что политическая наука или политология — это, пользуясь определением Платона, это царская наука. Это та область знаний, которая позволяет, изучение которой позволяет дать ответы на многие вопросы, связанные с развитием функционирования других сфер жизни общества. Что касается Вебера, возвращаясь к нему, конечно, его идеи относительно того, как формируется государство, о том, что такое власть, о том, что такое легитимность и почему для политика нет ничего важнее легитимности, а именно одобрения, добровольного согласия общества признавать данную власть законной. И как она достигается, какие формы бывают. Вот эти бессмертные идеи Макса Вебера легли в основу современной политической науки. Они сегодня развиваются и используются в том числе политиками-практиками, не только учеными, но и практиками. Я рекомендую, очень хорошо, что вы упомянули в самом начале эту работу Макса Вебера, я рекомендую ее к чтению всем тем, кто интересуется политикой, и всем тем, кто политикой занимается. Ну, я не скажу, что очень многие, но многие наши соотечественники, молодые ребята, определились в пользу профессии политолога. В основном они обучаются в российских вузах. Скажите, насколько рынок политический наш, который тут в Абхазии, позволит им реализовать себя? Насколько они востребованы? Знаете, профессионалы в любой области будут востребованы всегда и везде. Конечно, сегодня потребность в профессиональных политологах не только в Абхазии, но вообще на постсоветском пространстве, она не столь высока, как на Западе, где уже сложилась вот эта культура
политического анализа, анализа политической жизни, научного, экспертного, в котором нуждаются и государства, частные корпорации, которая процветает в научных, образовательных учреждениях. Но повторюсь, что профессионал в области политологии, человек, который может анализировать текущую политику, может строить прогнозные модели, который может с помощью обширной методологии политической науки может объяснить очень важные вещи для нашей Абхазии сегодня. Как формируется абхазский национальный проект, что такое абхазская демократия, как совместить Апсора и рационализацию политической сферы, или как совместить традиционное начало и рационализацию политической сферы. Что такое внешняя политика Абхазии, какие факторы на нее влияют, как она концептуально вызревает и что, опять же, что влияет на концепцию внешней политики Абхазии. Вот на эти все вопросы должны ответить профессиональные политологи. Если таковые будут у нас, а я знаю, что вы правильно совершенно говорите, у нас есть ребята, которые обучаются на факультетах политологии, я думаю, что их исследовательский вклад в развитие вообще в целом и науки нашей, да и нашего общества, он будет обязательно востребован. В принципе, вы ответили и на третий мой вопрос, потому что я как раз-таки хотела спросить о том, в общем, какое качество именно вот должно быть присуще политологу для того, чтобы его интеллектуальный продукт, как говорится, был востребован на политическом рынке. Вы ответили на этот вопрос, но если можно, вот, да. Я бы хотела, чтобы вы уточнили вот такое понятие, вот глазомер, это один из моментов, о котором говорил Вебер, это то, что должно быть присуще политологу. Безусловно. Глазомер, то есть умение... Политику, действительно, Вебер, как важнейшее его качество политика, глазомер, умение определять последствия, видеть перспективу, дистанцию, четко оценивать окружающую действительность. Это, кстати, качество должно быть присуще политологу, не только политику. Вот Макс Вебер говорил о том, что политика – это медленное бурение твердых пород. Да, твердых пластов, пород, разные переводы. Угу. Речь идет о том, что здесь Вебер говорит о максимальной сложности политической деятельности. Из многих видов деятельности политическая деятельность обладает максимальной сложностью, потому что надо... Тем более странно, когда люди не имеют базового образования, называют себя политологами очень часто. Ну, эта проблема существует, и, к сожалению, это дискредитирует политологию как науку. Политолог – это человек с образованием. Конечно, есть люди, которые смогли, имея иное базовое образование, но, правда, именно образование в области гуманитарных, социальных наук, они смогли освоить инструментарий политологии и работать в этой сфере очень эффективно. Тем более, мы прекрасно знаем, что в советское время политология не преподавалась. Политологию надо изучать в университетах, надо внимательно относиться, кстати, вот проблема существует сегодня очень серьезная с качеством работ, которые претендуют на то, чтобы быть политологическими работами. Если вы посмотрите некоторые диссертации, это беда, к сожалению, в России, эта проблема сейчас очень актуальна. Компилятивность, начетничество, такое поверхностное теоретизирование, которое не имеет отношения к использованию вот той самой политологической методологии, строгой, научной, жесткой, знание которой делает человека политологом. Вот методология – это ключ к политическому знанию. Вот, к сожалению, проблема у нас в нашем контексте постсоветском именно со слабостью методологии. Спасибо большое. Обо всем этом мы, я надеюсь, поговорим на лекции. Добрый день, друзья!
Наша программа «Кафедра» продолжает свои лекции. Сегодня в гостях у кафедры кандидат политических наук, доцент Абхазского государственного университета, заместитель министра иностранных дел нашей республики Хинба Ираклий Ревазович. Спасибо, Ирина Шотовна. Уважаемая аудитория, уважаемые студенты, я хочу сказать вначале, что для меня огромная честь выступить в этом проекте перед аудиторией Абхазского государственного университета, аудиторией очень думающей, очень интересующейся многими вопросами. Это я знаю по опыту работы здесь. И, конечно, это аванс, я думаю, потому что уже в рамках этого проекта много известных ученых нашей страны, известных преподавателей выступили здесь с очень интересными лекциями. И я думаю, что вообще проект «Кафедра» большое дело делает для Абхазии, потому что его смотрят не только в Абхазии, но и за ее пределами. Тема сегодняшней лекции – политология как наука и профессия. Дело в том, что это тема теоретико-методологического характера в большей степени. Я хотел бы сегодня поговорить о том, что такое политология, почему существуют разные отношения к этой науке, иногда несправедливое, и кто такой политолог по профессии, чем он занимается, и как развить в себе навыки политологической работы, аналитики, деятельности в органах государственной власти и так далее. Ну, название сегодняшней лекции, в принципе, не случайно, потому что есть такая работа, известная, не менее известного немецкого ученого Макса Вебера, крупнейшая фигура в обществоведческой науке 19-20 века, которая называется «Политика как признание и профессия». Вебер был человеком энциклопедических знаний, и его перу принадлежат работы в области социологии, истории религии, экономики. В частности, вот такая работа, как «Протестантская этика и дух капитализма», является классической работой в области теории капитализма, потому что она объясняет развитие капитализма через протестантскую этику, через те ценности, идеалы, которые были заложены в идеях протестантизма, в идее протестантизма и в практике. Ну вот Макс Вебер считает, что высший и главный интерес исследователя в общественных науках должен быть связан с изучением политики. Не какой-то другой области, а именно политики. Высший и главный интерес. Почему? Можно задаться вопросом. Почему Вебер, кстати, в этой связи продолжает, что если не вы займетесь политикой, то политика займется вами. То есть вы должны, значит, заниматься политикой. В данном случае мы не уточняем, в какой ипостаси вы должны заниматься, как ученый, преподаватель, там, университетский профессор, или же как практический политик. Но тем не менее, политика, как говорит Вебер, это важнейшая исследовательская область. Дело в том, что политика – это как бы феномен, да, явление, часть жизни, которая присуща всем обществам на всех этапах их развития. Даже тогда, когда не существовало государств, так называемый догосударственный период, имели место потестарные формы политики. О чем идет речь? Власть вождя племени, власть жреца, символическая, идеологическая власть, до того, как возникло государство. Власть, которая, скажем, вот в догосударственный период была растворена в обществе. Власть существовала всегда. Господство и подчинение существовало всегда. Это доказал немецкий социолог Ральф Дарендорф очень убедительно в работе «Тропы из утопии», что власть существовала всегда.
Потому что общество делится на тех, кто господствует, и тех, кто подчиняется, на любых этапах его развития. По мнению Макса Вебера, именно власть является сердцевиной политики. Политика – это деятельность, говорит Вебер, по широкому руководству. Если это немножко сузить определение, деятельность по завоеванию, удержанию власти. Завоеванию, удержанию и распространению власти. То есть власть – это как главная цель и средство политики. Если власть существовала всегда, следовательно, и политика должна была существовать во все времена. Мы прекрасно понимаем, что политика, если мы, скажем, вернемся, давайте мы такой сделаем небольшой экскурс. Вообще хочу отметить, что для того, чтобы понять, что такое политология, надо немножко разобраться в определении политики. И, кстати, это очень сложно на самом деле. Студенты, которые мы работали, они знают, что ответить на такой, казалось бы, простой вопрос, что такое политика, даже для университетских профессоров представляет определенную сложность. Есть такие понятия, которые настолько часто употребляются на уровне обыденного сознания, на уровне такого журналистского употребления. Например, демократия, политика та же, права человека, власть, государство. Это понятия, которые имеют непосредственное отношение к политологии. Но из-за того, что они употребляются очень часто, в различных контекстах, и зачастую людьми, которые имеют интуитивное представление, о чем они говорят, происходит размывание сущности этих понятий. И опять же, как я уже говорил, очень сложно дать ответ на простой вопрос. Что такое политика? Что такое демократия? Существует в науке, политологи американские насчитали 550 различных определений демократии. 550. Это связано именно с тем, что эти понятия очень связаны с реальной жизнью людей. Поэтому люди их часто употребляют. Но, тем не менее, мы должны заботиться о научной строгости использования тех или иных понятий. Политика, конечно, это известно, общеизвестно. Этот термин, это слово само этимологически происходит от древнегреческих слов, таких как полис, полис, город-государство в Древней Греции, политикос, гражданин, полития, конституционный строй или политическая система греческого полиса. И в греческом полисе понятия политическое и общественное были совершенно неразделимы. Понятие политическое и общественное. Гражданин полиса — это было лицо частное, но в то же время ему была присуща имманентно-политическая функция, потому что каждый гражданин полиса являлся участником народного собрания, то есть собрание всех граждан, которое непосредственно определяло судьбу полиса, решения принимало, которые касались всех в этом полисе. Поэтому человек не мог отделить свою частную ипостась от общественно-политической. И если вы слышали такую фразу Аристотеля о том, что человек – существо политическое, то есть переводы, где эта фраза звучит как «человек есть существо общественное». Это ввиду отождествления понятия общественное и политическое в реалиях древнегреческого полиса. Это ощущение того, что политика пронизывает всю нашу жизнь, что политика проникает практически во все сферы общественной жизни, и везде можно вычленить политическую составляющую в экономике, в культуре, в науке, скажем, даже в частной жизни, если мы говорим о тоталитарных государствах, даже в частной жизни можно найти политические элементы. Именно это понимание привело Макса Вебера к утверждению тезиса о необходимости изучения политики как ключа ко всем остальным сферам общественной жизни. Ключ к пониманию, к изучению всех остальных сфер общественной жизни. Вебер считает, что политика может быть призванием, профессией, частью повседневности. Мы все политики по случаю, как говорит Вебер, когда мы опускаем бюллетени в урны избирательные, мы политики по случаю.
Каждый из нас один раз в 4 года, в 5 лет, в зависимости от конституции той или иной страны, является политиками по случаю. И мы все интересуемся политикой. Мы думаем о ней, мы обсуждаем ее. У нас есть разные представления о том, что такое правильная политика, что такое грамотная политика, выверенная, что такое политика, основанная на экспертизе, что такое политика, основанная на усмотрении и так далее. Тем не менее, мы об этом постоянно думаем. Поэтому, если уже вот как бы сконцентрировать наше представление о политике, то существует два основных подхода к пониманию этого явления. Во-первых, то, о чем я сейчас сказал, политика как действование, как участие в завоевании, удержании, распространении власти. Да? Такое как бы вот первое понимание. И, конечно, здесь очень важна есть коннотация, которая связана с борьбой. Политика связана обязательно с борьбой. Те, кто обладает властью, они обеспечивают контроль над обществом и получение благ. С другой стороны, есть иная точка зрения на политику. Политика – это деятельность, необходимая совершенно в любом обществе, которая связана с попыткой объединить людей, попыткой найти среди множества разнообразных, зачастую разнонаправленных интересов, которые в любом обществе существуют. Любое общество, как вы прекрасно понимаете, это совокупность различных интересов, зачастую противоположных. Вот цель политической деятельности – это объединить людей, это сделать так, чтобы предложить обществу некую цель для развития. Вот есть такое понятие политика как деятельность по цели достижению. Объединить людей, объединить ресурсы общества и показать перспективу развития. Вот об этом, кстати, писал Платон. Он считал политику царским искусством в этом смысле. Вот цитата из Платона. Политика – это царское искусство, которое прямым плетением соединяет нравы мужественных и благоразумных людей, объединяя их жизнь единомыслием и дружбой и создавая таким образом великолепнейшую и пышнейшую из тканей. Ткань, ну, в данном случае имеется в виду это общественная ткань. Это вот с точки зрения греческой философии, с ее идеалами справедливости, блага, создать пышную и такую вот узорчатую, гармоничную ткань под названием общество. Это высшая доблесть политика. Правда, Платон предлагал не очень, как вы знаете, ну, с точки зрения сегодняшнего дня, если мы это назовем, не очень демократический способ это сделать, не веря в то, что природа людей, что люди обладают доброй природой. Платон, как и Аристотель, кстати, и Макиавелли, и многие другие философы считали, что человек по своей природе не хорош, зол. И чтобы его заставить быть хорошим, надо положить очень серьезные усилия. Платон договорился до создания идеального государства, похожего на такой тоталитарный рай, можно сказать. Да? Но тем не менее, с одной стороны, политика – это борьба за власть, за влияние. С другой стороны, политика – это деятельность по согласованию интересов, по управлению обществом, по разрешению конфликтов, по выстраиванию общей перспективы развития для всего общества. Да? Цели достижения – это идея Толкота Парсонса, неизвестного американского социолога. Функция политики – это целеполагание и целедостижение. С другой стороны, конечно, очень важно иметь в виду, что с гуманистическое понимание политики, политикой, которая не свободна от ценностных суждений, а которая все-таки связана с необходимостью обеспечения лучшей жизни. Это тоже античная традиция, но это традиция, присущая современным нормативным теориям политики и политологическим теориям. Она связана с тем, что политика всегда есть ограничение насилия, социального насилия. Политика. Конечно, очень просто управлять с помощью принуждения, с помощью грубой силы. И, кстати, вот по такому ироничному замечанию
Чарльза Тилли, тоже это одна из крупнейших фигур в истории политологии 20 века. Он является автором теории возникновения государства, собственно, и теории демократии. Одной из теорий демократии Чарльз Тилли, очень известный теоретик, такой макрополитолог, я бы его таким образом назвал. Вот по его ироничному замечанию, принуждение часто встречается в исторической практике государств, потому что оно, как правило, срабатывает. Действительно срабатывает. Это очень верный такой способ достичь поставленной цели в политике, заставить сделать что-то. Да? Для этого у государства есть монополия на легитимное насилие, как говорил, известно тоже выражение. То есть только государство может применить законную силу. И эта сила, и вот это право государства будет признаваться всем обществом. Только у государства есть такая роль, функция. Но задолго до Чарльза Тилли Наполеон Бонапарт, который был видным практиком военного дела, он заметил, что со штыком можно сделать множество всего, кроме как на нем сидеть. Речь идет о том, что удержание власти и вот способы обеспечить поддержку и подчинение со стороны общества – это очень сложная вещь. Это вот все как бы формулируется понятием легитимности власти, согласие добровольных людей подчиняться. Оно не может быть основано на штыках. Вот оно основано на других технологиях политики, о чем я уже говорил. Вот это ограничение социального насилия. Там, где политика основывается на авторитете, на убеждении, на формах цивилизованного разрешения спора в обществе, на формах согласования интересов. Вот эта политика наиболее эффективна и наиболее... И легитимность такой политики, она всегда прочнее. Немецкий ученый Карл Мангейм, тоже очень такая крупная фигура в обществознании начала 20 века, в работе «Диагноз нашего времени» говорит следующее. Вот послушайте, такая цитата. «В политике есть области, непосредственно доступные пониманию и изучению. Образованный профессиональный политик должен знать историю страны, где протекает его деятельность, а также историю тех стран, с которыми связана его страна и которые в своих взаимоотношениях образуют определенную политическую среду. Так, для политической деятельности прежде всего необходимо знание историографии и дополняющих ее статистических данных. Далее политик должен быть осведомлен о государственном устройстве тех стран, которые связаны с его сферой деятельности. Однако подлинный политик должен обладать не только юридическим образованием, он должен разбираться и в социальных отношениях, на основе которых и для которых государственные учреждения существуют. Он должен быть в курсе политических идей, в традиции которых он живет. Идейный мир его противников также не должен быть чужд ему. К этому присоединяется еще ряд более труднопостигаемых вещей, знания о которых все более расширяются в наши дни. Техника манипулирования массами необходима в современном демократическом государстве. История, статистика, учение о государстве, социология, история идей, коллективная психология представляют собой необходимые для политика области знания, количество которых может быть и в каждом случае увеличено. Вот в этой цитате Карл Мангейм в начале 20 века фактически описал тот комплекс дисциплин, который формирует, собственно, политическую науку. И комплекс, сферу гуманитарных областей, да, которые формируют политическую науку. Политология, как научная дисциплина, она действительно, вот в современном ее понимании, она возникла, конечно, в 20 веке, в современном ее понимании. Но, безусловно, существует огромная история идей, история философии, история политической философии. Понимаете, политические идеи, они вызревали всегда в истории как часть общих философских концепций крупных мыслителей, теоретиков, начиная с античности, даже начиная ранее, начиная с Артхашастры, в Древней Индии, да, законы Ману, конфуцианство в Китае, потом античность, Средневековье, Возрождение, Просвещение.
и так далее. То есть можно, конечно, провести такой вот экскурс в историю, показать, как развивались политические идеи, начиная с тех времен до сегодняшнего дня. Но если мы говорим о политологии как науке и как учебной дисциплине, то, конечно, мы говорим о 20 веке. Хотя еще в 16 веке в старейшем университете Нидерландов, Лейденском университете, была основана, вот как бы подразделение было основано, которое изучало политику. И там вот, ну, известный такой теоретик Гуго Гроций, да, автор трактата о праве войны и мира. Вот, кстати, в этом Лейденском университете долгое время преподавал и получил докторскую степень министр иностранных дел Абхазии Вячеслав Андреевич Чирикба. То есть он, видите, как все связано в нашей жизни. Так вот, но тем не менее, скажем так, первая профессиональная кафедра политической науки была открыта в 1857 году в Колумбийском университете в США. В 1857 году. Потом уже начали открываться кафедры в Принстонском, Ельском университете, в Гарварде. В 1903 году создана Американская ассоциация политической науки, очень авторитетная организация, которая сегодня является одной из ключевых в системе вот такой институциональных структур политической науки. В 1949 году под эгидой ЮНЕСКО создана Международная ассоциация политической науки. В СССР политология как научная дисциплина не признавалась, она была характеризована как буржуазная лженаука. И хотя в 1962 году была создана в Советском Союзе Советская ассоциация политических, в скобках, государственных наук. Она потом трансформировалась в Российскую ассоциацию политических наук, но там в основном концентрировались юристы, которые занимались государствоведением, что также является частью комплексной науки и политологии. Вот с 1989 года Высшая аттестационная комиссия Советского Союза ввела политологию в перечень научных дисциплин только в 1989 году, а вот с 1991 года уже политология начала преподаваться в Московском университете, в Университете дружбы народов, в МГИМО, в Санкт-Петербургском университете. Сейчас уже в России, скажем, есть целые факультеты политологии и в том же МГУ, и в МГИМО, и в Высшей школе экономики, очень сильные, особенно наиболее таким известным факультетом политологии является факультет политологии МГИМО, где собран цвет российской политической науки. Я начал с Соединенных Штатов Америки, я вернусь туда, потому что все-таки развиваться политология, набирать инструментарий методологический, делать прогнозы, находить закономерности, потому что наука не может обойтись без закономерностей, без поиска закономерностей. Если что-то, какая-то теория не объясняет определенную закономерность и не обладает прогностической функцией, она не может считаться наукой. Вот в США в 20-40-е годы произошел такой вот бурный рост исследований в области политологии. И тогда основной методологией изучения политических явлений была эмпирическая методология, так называемый бихевиорализм. Бихевиорализм – это теория, которая методологический, как бы комплекс методологических приемов, которые основаны на эмпирических исследованиях и на количественных исследованиях. Вот это количественный подход, он будет господствовать и господствует сейчас в американской политологии. Математизация очень серьезная. Вот если вы сегодня откроете какую-то статью политологическую в американском журнале, то там будет такой математический аппарат, что без участия Думалеку Алексеевича Гварами трудно будет разобраться вообще, о чем идет речь. Вот эта традиция математизации, традиция использования математического аппарата, традиция очень серьезной эмпирической базы,
верификации, проверяемости. Вот то, что для основателя позитивизма Огюста Конта было самым главным в науке. Огюст Конт считал, что социология, он считал социологию, он вообще этот термин предложил, что социология это естественная наука, наряду с биологией там, и так далее, с физикой. Потому что наука другой быть не может. Ее положения, там, теории, гипотезы должны обязательно проверяться с помощью науки, с помощью количественных методов. Вот очень важно, что в этот период вот возникла в США так называемая Чикагская школа, 20-40-е годы. А вот в период после Второй мировой войны произошла дальнейшая профессионализация политологии, потому что была необходимость, особенно в ходе войны и после войны, изучать очень многие вопросы, которые возникали перед американским обществом и государством. Например, изучить психологические особенности политиков, государств, противников. Изучить политологические особенности формирования политических курсов в тех странах, с которыми США участвовала в войне. Для этого нанимали целые бригады политологов. Изучалась техника манипулирования массами для того, чтобы обеспечить необходимый уровень солидарности в обществе для противостояния угрозе войны. И так далее. То есть, видите, конкретная реальность, насущные потребности, достижение успеха в войне вызвали бурный рост американской политологии. Политология именно в этой использовалась как инструмент достижения цели американского общества и американского государства. Сегодня, как я уже сказал, политология стала общепризнанной научной дисциплиной. Политология – это, безусловно, часть в целом обществознания, обществоведческой науки. Имеет цель просвещения людей, вот как бы воспитание, повышение политической грамотности, повышение, укрепление гражданских ценностей, для того, чтобы люди могли больше разбираться в окружающей действительности. Там идеологическая функция, безусловно. То есть вот университетская политология сегодня, она выполняет вот такую функцию гражданского просвещения, я бы так сказал. Является ли политология наукой вообще? Вот можно ли политологию назвать наукой? Теории, законы политологии не сходны со своими аналогами в естественных науках. Они попросту не могут иметь такого статуса. Закон или теория в естественных науках могут быть однозначно истинными или нет. Если они проверяются, если они обеспечивают однозначные прогнозы, дают надежное объяснение, проверяемое, верифицируемое того или иного явления, это истинная теория или истинная гипотеза. В политологии такое сделать очень сложно. В политологии мы имеем дело всегда с вероятностью того, что данная теория может объяснить то или иное явление политической жизни. Такие теории в политологии существуют. Теории, которые доказали свою релевантность, теории, которые доказали свою эффективность. Их много. В этом особенность политологии, как любой другой гуманитарной, социальной науки. Теорий много. Не бывает, не может быть одной единственной верной теории в политологии. Ну, когда-то для кого-то такой единственной верной теорией был, скажем, марксизм. Да? Не только для политологии, но и для других наук. Марксизм. В советское время, скажем, работы Иосифа Виссарионовича Сталина могли восприниматься как содержащие методологию, приемлемую для объяснения явлений во всех сферах жизни. Вот, скажем, такая была работа Иосифа Виссарионовича «Экономические проблемы социализма в СССР» 1952 года. И вот в том же году было проведено годичное собрание Академии наук Советского Союза. И
Был, например, доклад академика Винограда «Вопросы языкознания в свете труда Сталина. Экономические проблемы социализма СССР». Вопросы языкознания в свете труда, экономические проблемы социализма. Академик Бардин, вице-президент Академии наук, охарактеризовал гениальный труд и классическое произведение товарища Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР» как программный документ коммунизма, как произведение, имеющее решающее значение для развития всех наук, для ученых всех специальностей. Вот из-за того, что в 20 веке было слишком много вот таких теорий, которые пытались объяснить все, возник так называемый постмодернизм 70-80-е годы, интеллектуальное течение, которое отвергало вообще возможность общей методологии для всех наук. Они, постмодернисты, были против так называемых великих нарративов. Они назвали вот такие теории типа марксизма великим нарративом. Сегодня марксизм — это одна из методологий политологии. Причем очень уважаемая методология, очень уважаемая теория. Например, теория классовой борьбы, она и сегодня способна объяснить политическое участие отдельных групп общества на основе их отношения к собственности. Каково содержание дисциплины политология? Вот я учился на факультете политологии Российского университета Дружбы народов. Мы, естественно, изучали, кроме общих дисциплин гуманитарного и социального цикла, мы изучали также специальные дисциплины. Политическую теорию, политические режимы, политическое лидерство, политические институты и процессы, история политических учений, демократия, как отдельный курс, демократические транзиты, теория в политологии о переходе от авторитарных режимов к демократическим. Сравнительный анализ политических институтов и процессов. Политические институты и процессы в странах Азии, Африки, Латинской Америки, там, Европы и так далее. Вот некий набор дисциплин, видите, которые характеризуют предметное поле политологии. Вот я сейчас хочу вам зачитать то, что было установлено в качестве содержания политической науки в 1948 году по инициативе ЮНЕСКО. Первое. Политическая теория. Политическая теория, история идей. Вот история идей — это очень важно, конечно, очень важный компонент политологического образования. Обычно ему уделяется не менее года, а то и больше, изучается эволюция политических идей, начиная с вот того самого сивого времени, да, с возникновения философии, мысли, да, формулированной человеческой, до конца 20 века. Это очень серьезный курс. Второе. Политические институты. Конституция, государство, экономические и социальные функции правительства, сравнительный анализ политических институтов, политические партии, группы интересов в обществе, СМИ. Все это тоже часть вот того раздела политологии под названием «Политические институты». Общественное мнение и как бы проблемы участия политического. Как происходит участие граждан в политике, какие механизмы участия. Это могут быть институциональные механизмы в виде политических партий, о чем вы говорили. Это могут быть формы индивидуального участия. Скажем, практика проведения референдума в Швейцарии, когда в кантонах швейцарских очень часто граждане принимают решения по очень важным вопросам. Вот общественное мнение, вот туда же, где участие, там изучается общественное мнение, психология общественная, массовая. Вообще массовая психология — это очень важное направление политической науки, изучение массовой психологии. И очень много работ написано. Я могу порекомендовать почитать работы Густава Le Bona, или Элиаса Канетти, или Габриэла Тарда по массовой психологии, или Хосе Ортега и Гассета. Это даст очень хорошее понимание того, как реализуется политика в обществе. Очень интересные работы, обязательно прочитайте. И международные отношения.
и мировая политика. Это тоже компонент политологического образования с точки зрения вот этого семинара, международного коллоквиума по политическим наукам 1948 года. Международная политика, международные организации, политические институты в мировой политической системе, государство как политический институт, транснациональные корпорации как политический институт, террористические группы как политический институт, потому что они влияют на жизнь государства, они влияют на сотрудничество стран, которые могут объединиться для борьбы с этим явлением. Ну, тут есть, естественно, международная организация, как я уже сказал, международная интеграция. Вот эти все, видите, направления, они являются частью политической науки. Это получается, что политическая наука охватывает огромное количество областей обществознания, большое количество гуманитарных и социальных наук. И, в принципе, если мы изобразим вот здесь предмет политической науки в виде схемы, то он будет выглядеть следующим образом. Вот смотрите, политология, скажем, вот это есть область политического, вот в этой окружности сосредоточена. Посмотрим, как она соотносится с областями других наук, социальных, гуманитарных. Вот, скажем, социология. В политологии есть такая субдисциплина политическая социология. Это очень важная субдисциплина, она изучает поведение малых и больших групп в политике. Поведение наций, больших групп в политике, или, скажем, различного рода идентичности в обществе, политическая идентичность, скажем, совокупность людей, разделяющих определенные политические взгляды. Их может быть, скажем, половина общества. И поведение малых групп, митинги, как малая группа, спонтанная группа интересов. Это тоже изучается, как они формируются, как цели ставятся, насколько они эффективны, насколько долговечны и так далее. Это все изучается в рамках политической социологии. Ну, там, партии как группа и так далее. Политическая социология. Кстати, сюда же входит изучение того, как осуществляется власть в обществе, что такое власть и как она растворяется в общественных отношениях, как она стимулирует общественные отношения и как она укрепляется через взаимодействие, вот как вот государство, как сосредоточие политической власти, укрепляется во взаимодействии с обществом. Психология. Политическая психология одна из наиболее интересных, сложных и перспективных направлений в рамках политологии. В политическую психологию входит политическая культура. Вот политическая культура как направление тоже политологии, как субдисциплина в рамках политологии, она относится к психологическим аспектам политики. У нас есть не совсем правильное понимание того, что есть политическая культура зачастую. Политическая культура — это не способ поведения политиков, людей. Вот у человека, вот вы себя плохо повели в парламенте, на кого-то накричали, у вас, значит, нет политической культуры. Нет. Это не научное понимание этого феномена. Политическая культура — это субъективное измерение политики, психологическое измерение политики. Это то, как политика воспринимается человеком и общностями различными. Каждый из нас имеет разное представление о происходящем. Мы интерпретируем по-разному одни и те же явления в политической жизни. Вот это субъективное восприятие политики и ее интерпретация субъективная каждым человеком характеризует тот тип политической культуры, который присущ данному человеку. Скажем, кому-то нравится эмоциональный стиль политики, и он считает, что политик, который спокойно, рационально о чем-то рассуждает, что это не самый лучший тип политика для успешного государства. И кому-то нравится, скажем, обострение социальных отношений в обществе. Кажется, что это очень хороший признак
активности общества и динамичности политической жизни. У кого-то другой взгляд. Кто-то считает, что когда человек говорит аргументированно, рационально, даже если это сухо, скажем, не зажигательно, как хотелось бы, в этом есть доблесть политика, быть грамотным и рациональным. Не эмоциональным, зажигательным и харизматичным, а грамотным и рациональным. То есть вот общество по-разному воспринимает различные стили политики, различные политические действия и выносит различные, таким образом, оценки. Есть такое определение: политическая культура — это призма, через которую мы смотрим на политику. Это политическая система, усвоенная в чувствах, установках, в сознании индивида. Конечно, исторические знания, они очень важны. История — это кладезь полезной информации для любого политика или человека, который занимается политикой практической и политологией. Есть даже раздел «Политическая история», где исторические события рассматриваются с точки зрения политического театра. Изучаются действующие лица в определенной исторической ситуации, естественно, тема борьбы за власть, тема влияния действий тех или иных людей на устойчивость государственной политической системы и так далее. Вот политическая история — это, опять же, большой компонент в политологии. Экономика. Вот была такая очень важная наука, в советское время особенно распространена политическая экономия. Сейчас она больше называется макроэкономикой. Это такой макроэкономика, взгляд на экономику в целом, на те процессы, которые имеют отношение к жизни значительных, больших групп людей, да, и в целом показатели развития страны, государства и так далее. Вот в политологии, безусловно, экономические методы очень распространены. Вот есть даже такая теория, экономическая концепция политики, когда политическая деятельность рассматривается как производная от экономической деятельности, целью которой является максимизация прибыли и подавление конкуренции, и, естественно, максимизация прибыли. Политик — это участник коммерческой деятельности, экономической деятельности. Вот у меня есть программа, это товар, я ее должен продать обществу, общество платит своими голосами. В результате я получаю прибыль в виде влияния и власти. Вот такая экономическая модель политики, она очень распространена. И, конечно, если говорить в целом, то взаимосвязь политики и экономики, она очевидна. Вы прекрасно понимаете, что очень многие политические решения продиктованы экономическими соображениями. Как говорил Владимир Ильич Ленин, политика — это концентрированное выражение экономики. Во многом он прав, конечно. Право, да, скажем, право, юридическая наука, политическая теория, политология как наука, она, конечно, во многом соприкасается с государствоведением. Политологи всегда изучают то, как устроено государство, как оно функционирует, как функционируют основные политические институты общества с точки зрения права. Есть антропология, да, политическая антропология. Даже такие есть экзотические, не знаю, можно назвать это наукой или субдисциплиной, политическая астрология даже существует. Есть авторы в области политической астрологии, которые творят, но, естественно, эта наука считаться не может, потому что астрология, вы понимаете, она такая вещь, которая не может быть не доказана, нельзя не доказать, не опровергнуть. Да? Вот политология, таким образом, она, что делает политология? Политология извлекает все, что относится к объяснению политики, из всего комплекса гуманитарных и общественных наук и концентрирует их в одном месте. Вот таким образом создается политическая наука, которая, как я уже сказал, является мультипарадигмальной, обладает множественной методологией. Вот здесь, вот в этой области, вот соприкосновение политики, вот здесь вот формируется
политическая наука. Вот. Если политология – это наука, есть ли в ней закономерности или законы, которые бы действовали при всех обстоятельствах? Конечно, всегда есть желание использовать методы естественных наук для объяснения явлений нашей жизни. Гуманитарные науки используют методы естественных наук. Вот в политологии существует такая известная теория рационального выбора. Теория рационального выбора, суть которой состоит в том, что человек в политике изначально воспринимается как рациональное существо, действия которого можно предсказать. А эти действия подчиняются двум основным принципам: максимизация удовольствия и максимизация прибыли или власти. То есть вот, руководствуясь вот пониманием таким пониманием человеческой природы, якобы можно объяснить поведение человека в различных ситуациях. Вот есть такая теория утилитаризма, авторы которой, вот Еремия Бентам, известный английский философ, он полагает, что человек всегда стремится к удовольствию, к максимизации удовольствия, и он просчитывает свои действия для того, чтобы прийти к этой максимизации. Я этот пример уже приводил, может быть, студентам, но Бентам предлагает человеку, который принимает решения не только в политике, но и в практической жизни, делать вот такую таблицу, как бухгалтерская какая-то ведомость, да? И считать в ней плюсы и минусы от принятия того или иного решения, суммировать в этой таблице. Например, человек хочет жениться, да? И вот он пишет «за», «против», ну и высчитывает «за» и «против». Значит, «за», вот какой аргумент «за»? Ну, семья, да, там, возникновение семьи, там он 30 очков вот, оценивает эту выгоду, пользу для себя, да, скажем, минус какой может быть, потеря свободы, да, например, там 20 очков, плюс, значит, там, ну, там, почет в обществе, ну, семья, порядочный семьянин и так далее. Ну, там какой-то, ну, 20 там, очков, да, минус обижу других девушек, да, например, или там что-то еще, какое-то еще количество. В итоге выводится сумма, и человек должен принять решение, сделать это или не сделать. Или обижу других юношей. Сделать это или не сделать. И вот теоретики рационального выбора, они фактически таким образом и оценивают поведение людей в политике. Но, к сожалению, человеческая природа не терпит рационализации жесткой, рационального объяснения. Знаете, я такую фразу все время вспоминаю, не помню, откуда я вычитал, когда говорят о рациональности и об опасности рациональности. Вот такая фраза, что как бы холодные руки скелета охватывают теплую жизнь. Вот, железная клетка рациональности. Рациональность, во-первых, предполагает механистичность, а во-вторых, предполагает отсутствие ценностей всяческих. Вот если мы с точки зрения теории рационального выбора будем рассуждать, то, например, мы можем оправдать любой бесчеловечный режим политический. Он эффективен, может быть, для развития там каких-то областей, экономики, чего-то еще. С точки зрения ценности мы таким образом не выносим свои оценки. Вот этот минус очень важный в теории рациональности. И, конечно, то, что человеческая жизнь сама по себе нерациональна. Вы, когда приходите в супермаркет, или вы, когда читаете программы политических деятелей, вы не принимаете решения через просчитывание пользы, которую вам принесет либо голосование за кого-то, именно пользы рациональной, либо покупка какого-то товара. Вы понимаете, для рационального индивида должен прийти в супермаркет, изучить все инструкции, все этикетки, вычислить, посмотреть все цены и путем взвешивания выгоды потерь принять решение. Но как вы себе это представляете? В политике то же самое. Понимаете, вы должны изучить все программы, посмотреть, как человек выступает где-то вот в аудиториях, подумать над тем, какие последствия могут быть относительно определенных вот предложений, которые в этой программе изложены, и только потом проголосовать. А голосуют просто потому, что понравился человек очень часто.
как говорит, просто понравился, голос понравился, внешность понравилась и так далее. Так очень часто бывает. Поэтому вот рациональность и зажимать политологию в прокрустово ложе теории рационального выбора невозможно. Невозможно. В политологии существуют законы. Вот есть законы, которые действуют во многих условиях. Вот, например, очень известный закон Дюверже в политологии. Я думаю, те, у кого был курс политологии, в рамках этого курса, они слышали об этом. Закон Дюверже. Марис Дюверже, французский политолог, автор работы «Политические партии», да, известной книги. Он утверждает, что есть законы взаимосвязи между партийными системами и избирательными системами. Вот, например, первый закон Дюверже. В странах с мажоритарной системой простого большинства будут формироваться двухпартийная система. Сейчас можно это, просто нет времени, можно это расписать, но на самом деле так и происходит, действительно. Или в странах, где существует пропорциональная система, формируется многопартийная система. Это третий закон, да, Дюверже. Второй закон: в странах, где существует мажоритарная система абсолютного большинства, есть тенденция к формированию множества связанных с собой партий и коалиционных объединений. Вот эта теория Дюверже, законы Дюверже, они действуют в различных контекстах. Есть, например, такой вот железный закон олигархии Роберта Михельса о том, что в любой организации рано или поздно возникает верхушка, которая становится сосредотачивать в своих руках основные нити управления. В любой, даже самой демократической организации. Он говорил: организация – мать олигархии. Работает этот закон. Есть такая гипотеза всеохватности партии Отто Кирхаймера. Туда же относится так называемая теорема медианного избирателя. Теорема медианного избирателя. Что она означает? Она означает, что с развитием партий, партийных систем происходит такой процесс, когда партии хотят ориентироваться уже не на определенную группу общества, а хотят охватить наибольшее количество избирателей. Это как бы процесс объективный. И таким образом происходит размывание их программ, идеологическая размытость их программ возникает. Программы становятся более рыхлыми, менее определенными. Если вы посмотрите на программы крупных партий современных, вы увидите, что эти программы включают в себя положение и либеральной идеологии, и консервативной, и марксистской, и националистической, какой хотите. Вот эта теория всеохватности партий, гипотеза, она, безусловно, также работает. Ну вот и, наконец, можно привести, скажем, вот, есть такая теория экономических условий демократии, гипотеза Липсета, в науке она политическая называется. Суть ее состоит в том, что экономическое развитие страны, высокий среднегодовой уровень ВВП на душу населения неразрывно связаны с политической демократизацией. Были проведены исследования эмпирические, были выявлены определенные пороги уровня ВВП на душу населения, ну скажем, вот от 1000 до 5000, от 5 до 10 и так далее. Как в зависимости от этих порогов повышается вероятность стабильности, устойчивости демократических систем. Есть очень серьезные доказательства того, что чем выше уровень ВВП на душу населения, тем эффективнее может развиваться демократия в этих странах. Это связано, там такой сложный социальный механизм, когда из средней классы у людей свободные деньги, они вкладывают в образование. Образование делает из человека гражданина, у которого есть свои потребности, свои интересы, свои претензии к власти в том числе, и он может их реализовывать на цивилизованном уровне гражданина, на основе знания о политике. Безусловно, говоря о политологии, должны отметить, что это наука, которая обладает методологией, но эта методология не совсем собственно политологическая, это методология междисциплинарная, но тем не менее она эффективно используется для изучения множества явлений, кстати, явлений политической жизни. И, кстати, вот
вот эта проблема методологии, она является наиболее важной сегодня в развитии политологии в России, в Абхазии, на постсоветском пространстве. Если вы поучаствуете в конференции в Американском университете по политологии, то самый главный вопрос, который будет вам задаваться вашими оппонентами, это будет вопрос, относящийся именно к методологии ваших исследований. Методология как вот дорожная карта, как путеводная нить к результату. И вот очень забавный такой случай описывается американским сейчас уже социологом Георгием Дерлугяном, известным, в книге о Мусе Шанибове. Вот есть такая книга «Адепт Бурдье на Кавказе». В этой книге на основе теории Бурдье о полях, социально-политическом, теория Габитуса, исследуется процессы национальной мобилизации на Кавказе, а биография Шанибова – это как вот некая красной нитью, проходящая все повествование. Очень интересная работа, я вам всем советую к ней обратиться тоже. Вот сам он описывает случай, когда он в Американском университете, будучи молодым ученым советским, 89 год был, он делал сообщение, и как его сбил, не то что сбил с толку, а поставил в тупик вопрос одного преподавателя американского, какова степень фальсифицируемости его теории, не впадает ли он в риск тестирования по зависимой переменной, не впадает ли он в риск использования теории рассеивания идентичности и так далее. Вот этих методологических приемов сложнейших, их очень много. И политолог, настоящий профессиональный, он должен это хорошо знать. Он должен изучать методологию, потому что если вы вооружены методологией современной, вам подвластно все. Вы можете вскрыть любую проблему, объяснить ее и качественно это сделать. Политолог, как я уже сказал, это исследователь. Исследователь, который оперирует теориями фундаментальными, оперирует теориями среднего уровня и рабочими, так называемыми, гипотезами. У него есть вот этот инструментарий, с помощью которого он анализирует явления нашей жизни. Сегодня много говорят о кризисе политологии. Почему это происходит? Особенно это именно в наших условиях, в нашем контексте. У нас очень много стало политологов. И спрашивается, вообще, что это такое? Извините, я могу прочитать в энциклопедическом словаре медицинском информацию и вылечить ребенка от насморка. Я от этого не стану врачом. Правильно? То же самое и здесь. Политология – это профессия сложная, требующая образования соответствующего, требующего посвящения всех сил. И сегодня вот та часть политологии, которая связана с применением в практической сфере, а именно вот в России такой был уклон последние 20 лет, политологи это были те люди, которые занимались избирательными технологиями. Сегодняшний политолог должен быть способен заниматься разработкой самых различных программ развития для разных областей и для разных институтов, для государства, для частных корпораций. Он должен уметь работать в средствах массовых информации, в аналитических центрах, в научно-исследовательских центрах. Современный политолог – это теоретик, то есть человек, который обладает хорошими теоретическими знаниями, но при этом он должен обладать знанием политической практики, он должен знать, что такое живой политик. Политик и политолог – это разные вещи. Политолог не должен быть политиком. Политология не должна обслуживать идеологические цели. Политология – это наука, она должна давать истинное знание, должна стремиться к производству истинного знания. Политолог в аудитории не должен заниматься политикой. Никогда. Это
ошибка, если кто-то это делает. Политолог должен дать перспективу, он должен показать, как формируется политическая жизнь, как она реализуется, и таким образом дать возможность студенту сделать выводы свои о жизни в стране, в той стране, в которой он живет. И сегодняшний политолог, кстати, может работать, безусловно, это аналитик, он может работать, как я говорил, в аналитических центрах, и это очень высокооплачиваемая работа в России, на Западе. То, что огромное количество структур пользуются услугами аналитических центров. Но вот быть политологом-практиком, это, конечно, очень тяжелый труд, потому что надо каждый день обновлять багаж своих знаний. Надо уметь, если у тебя есть хорошие знания и систематизированные знания, ты сможешь, как говорится, погрузиться даже в незнакомую информационный какой-то массив, информационную среду и сориентироваться в ней. Поэтому современная политология – это особый род занятий, требующий соответствующей подготовки. Вы говорили о политической психологии, Да. то есть в ней вы говорили о типах политологов. То есть уравновешенные, спокойные, Типа политиков, да. Есть да. уравновешенные, спокойные, есть активные, харизматичные. Вот каким типам политиков вы отдаете предпочтение и какие политики должны быть, по вашему мнению? Я даю, как гражданин, предпочтение тем политикам, деятельность которых направлена на достижение общего блага. Вот я абсолютно убежден в том, что каким бы ни был политик, рациональным, эмоциональным, политик всегда, так или иначе, если он особенно достигает вершин в политике, это не случайный человек. Человек, который достигает вершин в политике, он востребован временем всегда. Востребован временем, и он обладает соответствующим качеством для того, чтобы занимать высокую позицию. Но, как я уже говорил, цель политики – это всеобщее благо, достижение всеобщего блага. Вы говорили о теории рациональности. Да. Признаете ли вы эту теорию, в каких случаях, и считаете ли вы, что следует иногда руководствоваться этой теорией? Спасибо. Ну, во многих случаях теория рационального выбора может иметь хорошие прогностические и интерпретационные возможности во многих случаях. Потому что, особенно если это касается конкретного контекста, если взять западное общество, которое по сути более рационально, и традиция рациональности вот с эпохи просвещения, да, проект просвещения, который сформировал западное общество, он является одним из источников цивилизации западной, то, безусловно, в этих условиях теория рационального выбора, особенно при анализе электоральных предпочтений, электоральных стратегий, как политиков, так и граждан, безусловно, она дает хорошие результаты. Но в целом, конечно, понимаете, вот если вы читали роман Станислава Лема «Солярис», то вы помните этот образ мыслящего океана, да? Рационального, который вроде бы постигает все, может постичь и создать все, но он не смог постичь человеческую природу, природу человеческой воли. Вот наличие воли человека, которая зачастую противоречит всем объективным обстоятельствам, что в истории очень часто происходит. Вот вы в своем выступлении сказали, что каждый из нас интерпретирует политические явления по-разному. Да. Но это в том случае, если мы говорим о каждом индивиде в целом. Но если говорить о массе людей, о скоплении людей, то здесь мы можем наблюдать такой феномен, явление, как толпа, феномен толпы. И тут уже эта интерпретация немного искажается. Это является закономерным явлением или все-таки это явление, которое с трудом можно описать и передать? Вот. Спасибо за вопрос, очень хороший вопрос. Действительно, в теории масс в политике есть такое общее понимание того, что масса или толпа
не является совокупностью индивидов, ее составляющих. Массовое сознание – это создание другого уровня. Оно совершенно отличается, как я уже сказал, от суммы индивидуальных волей сознаний людей, которые являются частью этой толпы. И толпа или масса, она управляется и, точнее, реагирует на различные раздражители совершенно иначе, нежели, опять же, каждый конкретный человек. Психология масс, она очень, опять же, это очень развитая, массы толпы, очень развитое направление политической психологии, очень известное и востребованное. И это, безусловно, закономерно. Безусловно, закономерно. Существуют различные формы фасилитации совместных действий, да, в условиях толпы, когда кто-то хочет за счет других достичь определенных целей. Бывает так, что вот Колин Крауч, есть такой тоже известный политолог, он предложил такое развлечение двух типов активизма большого количества людей. Это негативный и позитивный активизм. Это очень интересно. Вот есть позитивный активизм, когда люди пытаются на общественном уровне, ну сейчас мы немножко от масс перешли уже как бы к другому, немножко к общественной политике, на общественном уровне пытаются повлиять на принятие тех или иных решений путем активного участия в позитивной трансформации общественной политической жизни. Есть негативный активизм, когда происходит тоже попытка влияния на принятие решений, но целью является заставить государство что-то сделать. То есть критика государства для того, чтобы оно отреагировало на те проблемы, которые беспокоят общество. Не само общество эти проблемы начало помогать решать, но чтобы государство на него отреагировало, здесь, конечно, меньше конструктивности, меньше предложений со стороны общества. И вот парадоксом является то, что когда существует формы негативного активизма, общество ослабляется очень сильно, потому что оно ждет всего от государства и требует от него, критикует его постоянно. И фактически государство начинает все это делать и охватывает таким образом сферу общественной жизни. Вы начали лекцию с Вебера. Я, может быть, завершу наш формат тоже Вебером, но перед этим я хочу сказать, вот в целом сегодня очень грамотно, очень качественно и очень продуманно были открыты двери в политологию. Я так назвала бы беседу, которая сегодня произошла, потому что прекрасно понимаем, что очень много политических тем, политологических тем, которые нуждаются, наверное, в том, чтобы мы конкретно о них поговорили. Но я надеюсь, что в нашем проекте впереди тоже будет возможность для того, чтобы мы встретились не раз. И я думаю, что это будет очень интересно. И завершая нашу программу, я процитирую Макса Вебера также. «Есть два способа сделать из политики свою профессию. Либо жить для политики, либо жить за счет политики и политикой». Почему я выбрала именно это положение? Потому что мне кажется, что это такие слова, которые могут стать поводом или предметом для новой лекции и поводом для, скажем так, мозгового штурма в будущем. Это будет очень интересно. Я думаю, что точно так же, как в свое время несколько предложений из одного источника, это летопись Картли, да, когда слабли греки и так далее, да, то, что мы наизусть все обычно знаем по истории Абхазского царства, да, дискутируется многими поколениями историков, да, и каждое слово каждый раз звучит заново, по-новому и так далее. Точно так же по этому вопросу сказать будет возможно очень много. С точки зрения и просветительской такой миссии, информационной и профориентационной, эта лекция была очень интересна. Я думаю, что когда молодые люди выбирают профессию, при этом всегда обязательно должны учитывать, я понимаю, это сложно сделать в молодом возрасте, но учитывать общественные потребности и, конечно, свои возможности собственные. Это очень важно. Правильно говорил Хемингуэй, что каждый человек рождается для какого-то дела. Спасибо вам большое. Спасибо. Это была кафедра. Встретимся в следующий вторник. До свидания.